ставят доброкачественную опухоль груди. И это отдельное свидетельство, могу это потом рассказать. И я настолько под впечатлением, я каялась за все, я молилась за все, я не понимала как, мне назначают операцию, я в онкологии, я не понимаю, что делать, Господи. И я понимаю, что мне нужно смириться и принять, что Господь приготовил для меня большее благословение, чем просто там пахать. Я тогда была бренд-менеджером фирмы тоже, я не хотела увольняться. И по молитве Бог меня исцеляет. То есть мне в четверг ставят диагноз, и на понедельник операция, делают УЗИ, киста там в 9, ну, что-то очень большая какая-то, и только операция. Я прихожу в понедельник после всех молитв, покаяний и прошу, говорю, можно еще раз УЗИ, еще раз подтверждение, только после этого я пойду на операцию. Мне делают еще раз УЗИ, и мне не обнаруживают кисту. Вау. А я уже купила, я тот верующий, в четверг мне сказали, я уже купила все, там нужно было препараты, все такое. Я иду, сдаю в аптеку и звоню своей подруге. У меня была подруга неверующая, которая очень любила меня, но ненавидела, когда я говорю Евангелие, потому что ее муж очень категорически к этому отнесся. И когда мне поставили диагноз, я сразу говорю, Алинка, я не знаю, что делать, у меня вся жизнь перед глазами, я буду увольняться, я молюсь, я только на Бога его уповаю, я верю, что Бог меня исцелит. И она была рядом со мной, слушала это все. Когда мне в понедельник говорят, что ранами Иисуса Христа я исцелена, я звоню, говорю, Алина, Бог меня исцелил.